Здравствуйте, дорогие ребята! Я Мусина Айнура Сапарбековна, руководитель студии «Алтын Ине» Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания «Баладжан». Мы с вами сделаем русскую народную куклу, вот такую. Для этого нам понадобится белый льняной лоскут ткани, можно любой, не обязательно льняной. Можно просто белый лоскут ткани. Видите, какой величины? Примерно 35 на 20. Два маленьких лоскутка той же ткани, поуже. Лоскут красивой ткани для платья. Разные тесемочки, кружавчики. И белый лоскут, квадратик белый, тоненький лоскут, это для того, чтобы оформить личико. Сейчас я вам покажу, как это делается. Берем большой лоскут ткани и складываем его вот таким вот образом. Вот такую заготовочку, согнутую вдвое. Теперь берем ниточку и перевязываем поперек, отделяя ту часть этой заготовочки, где у нас будет голова. Перетягиваем вот таким вот образом. Заматываем и завязываем узелком. Ниточку отрезаем. Вот такая. Для того, чтобы оформить головку, мы должны взять кусочек ватки или же синдипона и завернуть вот ту часть, голову, завернуть еще раз. Она же должна быть объемная все-таки. Заворачиваем. Получается вот такая вот отдельная головка. Берем кусочек свой белой ткани, закрываем синдипон, расправляем, чтобы получить личико. Все концы ткани, вот посмотрите, лицо будет там, где, видите, ножки. Вот, лицо будет на той стороне, где разделяются ножки. Закрываем, расправляем именно эту часть назад, все назад. Складываем ткань. Вот таким вот образом. И перевязываем красной ниточкой. Почему красной? Просто в русской народной кукле она считается в основном обереговой, поэтому все завязывается только красными ниточками. Вот мы поэтому и головку отделяем от туловища только красными нитками. Вот таким вот образом. Закрутили. Завязали на узелок. Личико расправили хорошо, так, чтобы гладенько было. Чтобы не было морщинок. Вот такое вот личико. Два у нас красивых кружочка ткани и два маленьких кусочка синдипона. Вот такие вот. Это у нас для башмачков. Вот она наша заготовочка, личико и две ножки. Теперь мы оформляем ножки. Сначала заворачиваем синдипоном. Потом берем этот кружочек ткани, закрываем этот синдипон. Собираем. И снова завязываем красной ниточкой. Перетягиваем башмачки. Вот таким вот образом.
нас получилась кукла с ножками и с башмачками. Всю лишнюю ткань подстригаем, обрезаем, подравниваем. Это обязательно, чтобы было красиво. Вот такая заготовочка. Из этого лоскута ткани мы шьем платье. Наживуливаем на ниточку. На ниточку нанизали этот лоскут ткани, и когда соберем, то получится платье. Сейчас пока откладываем и сделаем этой кукле ручки. Для ручек у нас есть вот таких 2 лоскутка ткани. Вот из этого лоскутка делаем ручки. Для этого подгибаем и тоже складываем ее в трубочку. Для этого надо концы в середину, потом вот так вот ее сложить. Из такой вот сложной ткани, перетягивая в самом начале, отделяя кусочек, мы оформляем кисти руки. Тоже красной ниточкой. То же самое проделаем со вторым кусочком. Вот такие 2 заготовочки руки. Их закрываем, чтобы не было никаких лохматых частей. Вверх ладошками, вверх кистями. Вот видите, вот так вот ее приставляем, сравниваем руки, чтобы они были одинаково длинные. Вот видите? И перетягиваем снова красной ниточкой. Берем нашу заготовку для платья и приставляем к своей кукле, к лицу ее куклы, вот закрытую часть юбочки. Закрытую часть юбочки. Руки все это смотрят еще вверх. Затягиваем ниточкой, на которую мы нанизали. Затягиваем и завязываем, чтобы зафиксировать платье на кукле. Берем куклу, берем ниточку красную, обматываем несколько раз, затягивая, все время затягивая, чтобы наше платье не выскочило, не ускользнуло, потому как кукла не сшивается, она только заматывается. Вот так прямо много раз. И завязываем на узелок. А теперь ее выворачиваем. Платьишко выворачиваем, руки распрямляем. Вот у нас получилась вот такая заготовочка. Это еще не кукла, это только заготовка. Теперь мы ее одеваем дальше. У нас есть 2 вот таких вот красивых тесемочки. Из тесемочек мы делаем лямочки для сарафана нашей куколки. И, естественно, мы их не пришиваем, а тоже привязываем, приматываем красной ниточкой. Красной ниточкой там, где предположительно будет талия. Примотали. Завязали.
Вот так получится. У нас есть еще один лоскуток, красивый лоскуток тесемочки. Вот из этой тесемочки мы делаем фартучек. Для того, чтобы сделать фартучек, нужно вот этот лоскуток ткани просто взять и привязать к талии. Фартучек привязывается немножко тяжелее, чем все остальное, потому что у нас уже кукла с ручками в платье, и из-за этого ее тяжелее привязывать. Но надо набраться терпения, ее аккуратно доделывать, да аккуратно фартучек привязывать к куколке. Вот он уже завязался. Делаем узелочек, чтобы фартучек у нас не выпал. Завязываем, затягиваем нитку достаточно туго, чтобы наша куколка не развалилась. Все ниточки отрезаем. Вот такая получилась куколка уже и в сарафане, и с фартучком. Теперь мы должны сделать ей волос. Для того, чтобы сделать волосы, у нас есть пряжа. Берем эту пряжу и наматываем вот на такую книжку. У меня она вот такой вот величины. На книжку просто наматываем много-много слоев. Вот у меня получилось примерно вот столько. Отрезаю и снимаю с книжки. Снимаю с книжки и завязываю посерединке пучок волос, импровизированных волос. Разрезаю этот пучок еще и с другой стороны. Вот, и выворачиваю, чтобы узелок мой оказался внутри. Теперь приставляем этот пучок к голове. Вот, пожалуйста. Приставили к голове и расправляем волосы, распределяя по всей головке. Равномерно, не торопясь, распределяем. Узелочек у нас должен быть примерно на уровне лба. Все остальное вот так вот распределяем. Приглаживаем. Коричневой ниточкой привязываем вот эти волосы к шее. Видите как? Просто к шее. Привязываем. Завязываем ниточку на узелок, на затылке. И длинные части нашей ниточки окажутся среди волос. И берем косу и сзади заплетаем. На равные части разделили и заплели нашей красавице косу. Завязываем красной ниточкой. Перетягиваем конец косы сначала красной ниточкой. Подровняли волосики. Вот она коса.
косу дополнительно украшаем красной ленточкой. Отрезаем кусок ленточки и просто завязываем бантик. Для того, чтобы бантик держался и завязывать было его удобно, надо сначала завязать на узелок. Видите? А потом уже оформить бантик. А украсим нашу куколку, головку нашей куколки, вот такой красивой заколочкой. Вот такое украшение у нее. Вот такая у нас куколка. И теперь у нас их две красавицы. На этом урок закончился. До свидания, ребята. Удачи вам!